135-м мажоритарном избирательном округе уверенную победу на парламентских выборах одержал Сергей Кивалов. По предварительным данным, он набрал больше 53% голосов и более чем в 2 раза опередил своего главного конкурента от оппозиции Владимира Усова. Предвыборная борьба и ход выборов в 135-м округе отличались от других округов отсутствием скандалов и каких-либо провокаций. В своей предвыборной кампании Сергей Кивалов делал акцент в первую очередь на своих достижениях в законодательной деятельности, благоустройстве города, реализации различных социальных проектов, таких как бесплатные очки и компьютерные курсы для пенсионеров, и развитии подведомственных ему учебных заведений, Национального университета Одесская юридическая академия, Международного гуманитарного университета. При этом народный депутат не опускался до выяснения отношений с другими кандидатами. И у тех, в свою очередь, не было повода выступать с нападками на Сергея Кивалова. Сам ход кампании, думаю, удовлетворил всех – и кандидатов, и избирателей, и наблюдателей, и экспертов. В медиапространстве уже есть информация об отсутствии системных грубых нарушений во время выборов. Во всяком случае, у нас в Приморском районе точно все было тихо и спокойно. Что касается результатов выборов 2012 по Приморскому району, то тут все обошлось без неожиданностей, и все в основном произошло так, как и прогнозировали эксперты. Пока можно сказать, что выборы состоялись и прошли они успешно. Результат Владимира Усова более 23% голосов – тоже своего рода достижение. До выборов его мало кто знал. Никакими успехами в городском благоустройстве он похвастаться не может. Тем не менее, он набрал такой процент голосов, который в другом округе мог стать проходным. Доверенное лицо Сергея Кивалова, политолог Людмила Кормич, объясняет это не столько личностью самого кандидата, сколько протестными настроениями части избирателей. Что касается Владимира Усова, то, конечно, это не реакция на самого кандидата, а реакция на бренд, который его представил. Это представитель объединенной оппозиции, батькивщины. Поэтому понятно, что те, кто как-то более-менее оппозиционно настроен в отношении власти, значит, они будут отдавать предпочтение оппозиции. И он уже не как личность, а как представитель политической силы получает определенный процент. Это вполне нормальное соотношение цифр с точки зрения социологии, с точки зрения политики, поскольку все-таки власть сейчас в полном объеме осуществляется, считайте, с января 2010 года этой политической силой, и все, что не сделано или недоделано, все невыполненные какие-то обещания, они автоматически вызывают у людей желание выступить против. Еще одним тревожным сигналом прошедшего голосования стал результат, который в Одессе, городе традиционно толерантном и с преимущественно русскоязычным населением, получила национал-экстремистская «Свобода» – около 5% по предварительным данным. Впрочем, этот результат можно также расценивать двояко. Не столько как успех самой «Свободы», сколько как четкий сигнал одесситов власть имущим, чтобы они побыстрее пошевеливались, пока народ окончательно не устал. Андрей Володько, служба одесских новостей, проекта «Рубикон».